Валикум ассалам. Так, Расул. Чечен Таймс. Валикум салам. Сейчас, секунду. Кое-что проверю. Окей. Валикум салам. Масайга. Магомед Пугой, алхамдулилlah, шадык дигду. Алхамдулилlah, Аллах рейсхил. Валикум салам. Жим собор дидуи. Дейлер машалгыл. Анзор сила бая, Аллах сила. Аллаху акбар. Валикум салам. Адам Хамхоев. Маршуо. Добрый вечер. Рита Сурхаева. Рита, он ко всем хорошо относился. Ко всем. Раб Аллаха, Масоли Алвал. Мокшале, Туарю Мокшала. Алхамдулилlah, дикю. Валикум салам. Страсбург. Мы тоже с вами. Руслан Чеченский, валикум салам. Дел рейсы Масера, дольце. Далаз Бобл. Жим собор диду, чуть-чуть подождем. И начнем. Валикум салам. Аллах рейсу ладу. Маршуол. Валикум салам, мистер Муслим. Давид Голдберг. Там вообще, я же говорю, мой шок в шоке. Просто. Диссертация. Академик. Я там без переводчика его вообще не понимаю. Валикум салам. Валикум салам, Голландия. Нажим собор давай. Еще чуть-чуть. Я сегодня хочу дать послушать два аудиофайла голосовых. Я думаю, вам понравится услышать это. Это связано с сегодняшним днем. Ламанхо, алейкум салам, массайга, делрейса, массайра, дольцер, далазу побол. Иншаллах, иш яусманя хирбу. Иншаллах. Немецкий солдат, добрый вечер. Эти люди сам как старший брат, так, могут ли быть на самом деле эти люди, кафыровцы и сам Кафыров, бесами, нечистой силой во плоти людей Аусберга? То есть нет душ в телах. Я уже стал в это верить. После всего, что они творили у нас. Бейбарс, алхамдулилlah, мать в норме. Ларису. Самсунг, валикум салам, делрейская массира вывозом. Адам Хамхоев, Анзор, гордись тем, что у вас был величайший отец Аслан Масхаду Маконах, Варез. Я горжусь, что я в войнах, и что у меня был брат Аслан Масхаду Аллах Побл из Сандабаланчеру. Аминь Аллах. Вы кома, вы
Нохчи Алай Ведац да им на понку хала хала болшбу хир болшбу лей понхал гайта гайтан лей халдолчейна Аллаха за твобал дольцер массер лей бусаб вежри ежри лей дабомбо. Аминь Аллах. Виктор Маркович. Так. Валикум салам. Если это приемлемо, ответьте, пожалуйста, доводилось ли вам встречаться с Удуговым и что можете сказать о созданном им информационном ресурсе «Кавказ-центр». Ну, Удугова я знаю давно, с 90, вот насколько я помню, его с 95-го года. А так, ну, я уверен, что я его видел в 94-м году тоже. И во время войны, во время Первой войны иногда бывало виделись. Даже помню один момент. Мы оказались однажды в окружении и выходили из этого окружения в течение 6 дней. А насчет Кавказ-центра, ну да, я захожу иногда туда, везде смотрю, то есть я читаю все. Аминь Аллах, Руслан Чеченский. Мага М, валикум салам. Рад видеть тебя, я тоже. Ответь, если не сложно, в Первой и Второй войне на стороне Ичкерии воевали ли киргизы и азербайджанцы? Ну, насчет киргизов я не могу точно тебе сказать. Лично я сам не видел, потому что во время Второй войны было все-таки как бы больше из разных республик. А вот, ну, уверенно могу сказать, что да, азербайджанцы были, это я еще помню во время Первой войны тоже. Сам лично видел. Ва алейкум салам, Анзор. Руслан Мухайер, воспитание, я серьезно говорю, или Мухвар, Аллах, поблагодарен, аминь, Аллах. То есть, был ли он слишком так серьезным в воспитании? Ну да, он раскоматадывается, обязательно было. Воспитание у него было конкретное. Я скажу, ну, человек военный был, поэтому даже дома должна была быть дисциплина, закон жесткий вот такой. То есть он серьезно подходил к воспитанию. То есть нас было 2, я и моя сестра. Вот. Я уже по взгляду понимал, что отец хочет сказать, к примеру, если он доволен или недоволен. Вот. Алейкум салам. О, Амир, Адейла, вела. Амбию. Он каруатан зу амбию цане. Привые дой. Вено. Devo riesco a essere bodaletto. Рита Сурхаева. Как это странно, что вашего отца не дали похоронить. Почему, непонятно. Ну, нам это понятно, потому что то государство, которое вторглось на нашу территорию, это наш враг испокон веков.
То есть через каждые 50 лет, как мы говорим, то война, то депортация, а точнее насильственное выселение с наших земель, хотя депортация это неправильно звучит. Мы этого врага знаем очень хорошо. И знали наши отцы, деды, прадеды. Вот. И сейчас не только моего отца, тысячи наших братьев и сестер также не выданы и также не похоронены. Не похоронены. Это варвары. Варвары. Добрый вечер, Василий Долгтрев. Belleklik, delrees masseera hulsüüridik. Анзор Ингушский. Анзор, не собираешься публиковать видео о событиях 2004 года в Ингушетии? Нет, не собираюсь. Delrees masseera dolce da vazut pobal. Turpal юрт. Delrees хайлшу дуал марш. Алейкум салам. 21 сентября, день рождения моего отца тоже. Он пропал без вести в 95-м году, и мы его так и не нашли. Далде қалбойль шамени Аллах, далде қалбойль дал мола. Вай дабо наша ялсманях эбо. Ялсманях эбо. Иншаллах. На этот вопрос насчет Муртазалиева. Нет, я не знаком с Муртазалиевым, не был знаком, поэтому мне трудно будет ответить. Иса Мусаев, рад тебя видеть. Анзор, почему Люлю это прозвище? Если да, то почему Люлю? Табакерка. И знает кто-либо историю, почему так прозвали? Ну, я так мутно помню эту историю, но Шамиль Басаев говорил об этом, про этого Люлю, и откуда это появилось, то есть мундштук, да? Ну, натуральный мундштук на самом деле. Байсангур Борс, валикум салам. Аваресху, раб Аллаха, валикум салам. Ассера дольце, Аллаха с Богом. Амбеев предатель. Да, так и есть. Подтверждаю. Так. Абдулла Асхаб. Валикум салам. Так, ну что, как бы начну официально, что ли. Бисмиллахи рахмани рахим.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Так, у нас достаточно людей, чтобы начать сам эфир. Так вот, и начнем. Абдулла Асаб, так, ва алейкум салам. Анзор, в своем эфире вы сказали, что Аслана убили не чеченцы, да Аллах Зутхобал Дольцун. Аминь Аллах. А недавно в Чечне чеченец признался, что он убил Аслана. Кто из вас прав? Знаешь, этот человек, который сказал это, да, то есть он мой родственник, это сын моей двоюродной сестры. И этот человек находится там, дома, то есть под контролем, рядом, понятно с кем. То есть ему надо будет говорить то, что они захотят, люди того режима. И здесь есть, да, спорные моменты. Я могу подтвердить, что даже могу согласиться на ту версию, которая была там озвучена. Но я конкретно 100% могу сказать, что та операция, которая проводилась, они провели 8 марта 2005 году в Толстой юрте, была проведена русскими. То есть российский спецназ прилетел из России на самолете в Моздок, оттуда на вертолете в Толстой юрт и начали эту спецоперацию. Туда не были допущены ни один чеченец, то есть те, которые служат Российской Федерации. И ни Кадыровы, там, ни другие, они тоже не знали о том, что там проводится или будет проводиться эта операция. Так вот. А все остальное, ну да, возможно это так произошло. Но есть моменты, где я как-то не согласен тоже о количестве пуль. И то, что эти пули 2 калибров, то есть стреляло 2 оружия. И другие там еще моменты. Анзор Ингушский, я ответил на твой вопрос. Да нет, ничего, Рита Сурхаева. Все нормально. ТББРГ. Валикум салам. Анзор, ты встретил Джохара Дудаева, то есть встречал ли я? Да, я его много раз видел во время Первой войны и до Первой войны. Мухаммад Хасан, Анзор, можно ли сказать, что русские воевали с нами по причине зависти к нам, нашей религии? Нет, не в этом дело, не поэтому, а из-за тупости российских политиков и генералов. Поэтому они пролили кровь наших народов кавказских, а также кровь своих граждан. Я имею в виду тех российских солдат и офицеров. Анзор, вы бывали в Махачкале? Да, бывал. Валейкум салам. Татар Малай. Помню, как Масхадов приезжал к нам в Татарстан. Ему Шаймиев подарил коврик для намаза с изображением башни в Казанском Кремле. В 98 году было это. Я тоже был на этой встрече со своим отцом. Мы прилетали в Татарстан, встречались с Ментимиром Шаймиевым. Еще там встречи были. Множество встреч было в Казани.
Алейкум салам, Анзор. Как дела? Алхамдулилlah, все хорошо, по воле Всевышнего. Живы, здоровы. Может, с Тумсо сделайте совместный эфир, но я и в прошлом эфире говорил, и всегда говорю, что я открыт, и я к этому и призываю, что если работать, то надо работать вместе. Вместе. Больше пользы будет. И, конечно, можно и сделать совместный эфир. Но это касается не только Тумсо, а также других активных людей, которые борются за правду, за благополучие нашего народа. Вот будь это блогеры или активисты, я рад встретиться с такими людьми, а также проводить эфиры. Анзор, как ТЦЛ ТВ. Анзор, кого больше всех было в Чечне из других народностей в рядах муджахидов вчера? Ну, в основном это были ингуши и дагестанцы. В основном. Валейкум салам. Фурхан 3. Кадыров может ли уйти? Он добровольно у власти, да? Ну, как уйти? На стадионе или так по-хорошему уйти? Не знаю, когда захочет Путин. Шуваша, Анзор, стрим сахте айойвой, дер ит сохтя ей шупар. Сам дац. Вот савдука и дац. Кстати, насчет фотографии, да, я даже ее не замечаю, потому что мне показывают там. Да, было время. Было время. Это его, ну, скажем, карта начальника главного штаба. Вот там были нарисованы вот все операции проведенные, и как раз он показывает, указывает на город Грозный, помню. Операция под названием «Джихад». Мага М. Анзор, ты не знаешь, куда убежал последний из братьев-предателей Ямадаева, самый младший? И что про него вообще известно? Ну, мне про него ничего не известно, и никакого интереса и нету. Раньше они были братьями, потом их перестреляли, и, как ты пишешь, младший находится в бегах от Кадыровых. Валейкум салам ва баракатуху. Да, в то время маленький был Махди Алиса. Да. Надежда. Анзор до слез с комком в горле просмотрела стрим с вашей тетей.
да, вот в начале, сейчас, когда я начинал, я сказал, что, ну, когда побольше людей соберутся, я дам еще послушать, но это будет на чеченском языке, то есть 2 голосовых файла о том, как она рассказывает, но вот чуть попозже я дам послушать. Да, в прямом эфире. Почему на теле Аслана нет пулевых отверстий, когда он лежит на полу в репортаже НТВ? Есть. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Василий Долгтарев, Кремль явно был недоволен. Они хотели живым взять Аслана. Да, действительно, это правильно, так оно и было. Потому что с ними, те, которые атаковали этот дом, с ними были врачи. Ну и, конечно, понятно, что бы произошло потом, если бы они смогли взять его живем. Вот. Ну, такой человек живем к ним в руки не попался бы. Алхамдулиллах. Виктор Маркович, Анзор, один доброволец-националист из Украины, воевавший в Ичкерии, рассказывал в видео, что это Радуев планировал поход на Дагестан еще раньше Басаева. Еще раньше Басаева. Я просто не понимаю, о каких событиях это идет речь. Если Кизляр, то Радуев, да, действительно, сам планировал разгромить вертолетную часть в Кизляре. Это был 96-й год начала. Секунду. Алейкум ассалам. Будут ли новые видео с Асланом Асхадовым? Будут. Кайрат, как думаешь, брат, почему РК, рак, ну, все понимают, о ком речь, то есть чудик, отвечает на критику, на то, что его называют предателем. Он не может найти покой, его это постоянно терзает, он внутри знает, что он предатель и пытается себя оправдать. Но, знаете, это настолько комично, чтобы он он подтягивает всех, заставляет кого-то говорить такие громкие слова, мол, ну, подтверждающие и слова вот этого, который постоянно врет, и особенно врет, когда он говорит о своем героизме, в кавычках. А те ему должны поддакивать. Якобы он спаситель народа, якобы он герой, там он чуть ли Басаева не гонял, Бараева там не гонял, всех там гонял, а этот там супергерой ходил. Вот. Они прекрасно знают, кто они на самом деле. Если они заставляют
мучить простых граждан, стариков, женщин и детей, то кто они на самом деле? Это хуже предателей. Это враги чеченского народа. Вот. А народ знает, народ не обмануть, народ знает, что они делали, кто они на самом деле. Но народ устал, поэтому им приходится молчать пока. Анзор, ваш отец, учился в Тбилиси. Что он рассказывал про грузин? У него были очень теплые отношения, братские отношения с грузинами. Я это хорошо знаю и знал также тех, которые с ним учились в Тбилисском училище, в артиллерийском. Да, действительно, он начинал свою военную карьеру именно в Тбилиси. Дейл Рейскую, валикум салам. Сан Саныч, Ларису. Так. Тут было про Ваху Арсанова. А ты не знаешь, до 2005 года. Давай я тебе другую историю расскажу. Ваха Арсанов дал Алвели, дал разу Тхобалдольцем. Я был лично знаком с ним. Речь идет про вице-президента Чеченской республики Ичкерия. Он был патриотом своего народа, он любил свой народ. И этим российским марионеткам удалось его захватить обманным путем. Забрали его и держали в Хосиюрте. Потом сын, узнав об этом, поехал туда и тоже был захвачен. И кадыровцы расстреляли перед своим отцом этого сына, а потом убили самого Ваху. Аллах азут поблагодарю. Вот какой герой Кадыров и его ближайшее окружение. Анзора, сейчас это училище функционирует, это танковое училище в Тбилиси. Насколько я знаю, да, это сегодня танковое училище. Раньше оно было артиллерийским. Я был там после этого, у меня даже фотографии есть. И прошелся по этому училищу. И видел, то есть мне показывали, где мой отец кушал, то есть столовая, где он спал, где его койка была, когда он учился. И мне много рассказывали про его друзей и так далее, про его учебу. Айсам Мусаев, Анзор, что бы ты сказал своему отцу, если была бы такая возможность? Я его много раз видел во сне.
Ну, такие странные сны, даже не похожи на сны, как будто это реально происходило, как будто я его реально видел. Много чего рассказал бы. Много чего рассказал бы. И даже сейчас вот я даже не знаю, что именно. Сложный вопрос на самом деле. Агент Фюрер, наших детей туда примут, то есть в это танковое училище, наверное, да? Ну да, было бы хорошо, если бы наша молодежь поступала и в военное училище, вот, академии заканчивали. И не только в военном направлении шли, но и в мирном, доктора, инженеры и так далее. То есть нам нужны знания из разных стран, потому что мы обязательно вернемся, и эти знания будут нужны нашему народу. Игорь Павленчук. Анзор, как относитесь к Лобазанову? Почему его не смогли приструнить? Так его же приструнили. Кстати, свои же. Как, наверное, относился Лобазанов, потому что его нет живых, его свои же убили. Ну, я помню, мы его гоняли в 94 году. Калаус, Толстой юрт, Аргун, микрорайон, это в Грозном. Я даже по датам помню. Я сейчас, видите, не хочу обсуждать, вот ты пишешь, Яндарбиев был против войны с Грузией. Вообще-то мы все чеченцы против этих войн на Кавказе. И я не хочу сейчас обсуждать вот эти конфликты, эти войны, которые... кто там участвовал, будь это чеченцы, или ингуши, или дагестанцы, или кто-либо, грузины. Если мы друг против друга шли, то это наша ошибка. А на этих ошибках надо учиться. Кому это было выгодно? Это было выгодно России, чтобы мы воевали друг против друга. Надо как-то решать эти вопросы, не воевать. А Кадыров нам всем врет, мол, он берег Аслана Масхадова и так далее. Помню его заявление, когда погиб Масхадов. Тогда Кадыров сделал циничное заявление, это подарок чеченским женщинам на 8 марта. Я не знаю, мы не празднуем 8 марта, это не наш день. Вот. И какая разница, в какой день погибает, умирает человек. 8 марта... как мы все знаем, погибло очень много людей. И дети, к сожалению, вот так, и взрослые, и невзрослые. То есть он всех оскорбил этим, с таким глупым заявлением, как ты говоришь. Я от него ничего умного не ожидаю и не ожидал. Этот человек действительно с головой не дружит. Я уверен, что в его черепной коробке
мозгов даже грамма нету. Вот. Наши герои, когда он говорит, например, про Аслана Масхадова, он погиб на войне, воюя против российских оккупантов, а не где-то на стадионе, взорванный своими же, под песню Дадашева и Тамара. Вот так вот. Так что, как говорится, язык его, враг его. Лучше молчал бы. Меня не читают, но и тем не менее попробую еще раз. Анзор, был ли у Аслана самый лучший друг? Если не секрет, кто? Друг, которого он считал братом. Если был, дружите ли сейчас с семьями? Но дело в том, что мы находимся далеко от его бывших друзей, да, но он своих друзей считал своими братьями, то есть вот такое теплое отношение было у него вместе с ними. И, конечно, я поименно их знаю, это не только чеченцы. Я помню, с Украины много, и в России есть. Вот. С некоторыми, да, поддерживаю связь. Рамботом, алейкум салам. Я много изучал всю нашу войну и тех, кто реально воевал из моих родственников. Я вижу из всего этого одну проблему. У нас не было спецслужб реально, которые выявляли кротов. Ну, у нас было молодое государство, вот мы уже начинали строить это государство. В то время, когда наша республика была полностью блокирована, и со стороны России проводились разного рода провокации, чтобы это государство не состоялось. И Россия готовилась к новому вторжению. И, знаешь, наша первая проблема в том, что у нас сосед такой. И сосед с таким колоссальным опытом провокации, развязывания войн, агрессии, убийства. То есть это речь про НКВД, про КГБ, ФСК, ФСБ, спецслужбы. Россия всегда любила показывать свои мускулы по отношению к малым народам. И со всеми этими народами, которые она граничит, у нее, у России, всегда были вот какие-то конфликты или войны. И есть по сегодняшний день. То есть они сами не могут жить и другим не дают. Анзор, а тебе угрозы поступают? То, что говоришь и рассказываешь, все открыто, или кто-нибудь пытался выйти с тобой на диалог, допустим, как с Тумсолор? Да если бы пытался кто-нибудь выйти, я бы не разговаривал бы. И не хочу. Обойдутся. Если надо, тут услышат. Пускай заходит, посмотрит. Угрозы, да, были очень много раз. И в первую очередь они начали угрожать моим родственникам, даже матери, сестре. Я прямо сказал, раз у вас проблемы со мной, то решайте эти проблемы со мной. Не надо
как вы уже привыкли пугать родственников, женщин. И буквально недавно сказал, те, которые вы там были на чаепитии, хоть один из вас, приезжайте сюда, там рядом с вами не будет их армии. Человек, если один сюда приедет, то я могу увидеться. И сейчас могу сказать прямо, Кадыров, то, что ты говоришь в мой адрес, легко тебе там говорить. Я тебя приглашаю сюда. Вот тут и поговорим. Пустозвон. Как вы быстро пишете. Кавказович, я один раз это скажу. Я ничего не хочу, ничего лично там не добиваюсь. Моя цель – это борьба за правду, сделать все зависящее от меня, насколько у меня хватит сил, честным путем, быть братом для вас всех. То есть моя цель – правда. И не дать этим халуям, подлецам уничтожить нашу историю, которую они сегодня искажают. И я не дам. Вот так вот, Кавказович. Абдулмалик Нохчо. А как еще сказать? Рекордно, Бенсон. 2 года тому назад начали оскорблять моего отца, потом начали оскорблять меня, потом уже до родных дошли, потом в прошлом году начинали еще дергать, потом в этом году использовали своих людей против меня, там начали оскорблять. И когда я рот открыл, когда вот я прямо начал говорить, тогда уже нытье началось. Начали там устраивать чаепитие, вот сейчас они там что-то еще будут придумывать, все самое подлое, потому что больше ничего такого достойного они не могут сделать, не могут. Вот такие дела. Bớt đó rồi nó tiền không vô liền. Твори, неси добро. Я же ответил то, что увидел. Так. Иса Мусаев, русско-чеченская война 94-го года, потом, ну это и так далее. То есть русско-чеченская война с 94-го года, запятая. 2008 год Грузия, 2014 год Украина, 2021 год Азербайджан. Есть различия или параллели? Хороший, интересный вопрос. Да, есть. И я скажу огромное. Дело в том, что в тех войнах, в которые мы оказались, которые нам навязали, чеченскому народу, мы, вот, чеченцы, и там были наши братья тоже, вот, воевали против России, такой армады,
лицом к лицу, как я говорил, с Калашниковым и с РПГ. Больше ничего у нас крупного и не было. И никто нам не помогал. Ни в военном плане, ни в политическом. Никто за нас не заступался и боялись заступаться. И наоборот говорили, что вот это внутреннее дело России, пускай разбираются сами. А в то время нас бомбили, убивали десятками тысяч и до 300 тысяч людей убили. До 300 тысяч. Почти. Под этими словами, это внутреннее дело России. Никто за нас не заступался, поэтому я это так сравню. В тех войнах Грузия, Украина, Азербайджан, да, им помогали. И помогали во всем. Там и оружие, там и умы, генералы, и, то есть все там было. Все там было. Но мы воевали, как могли. И хорошенько по морде тоже дали. По морде российской армии. Алейкум салам. Эльси Трой воин. Я был удивлен, когда Даудов сказал, что Джохар был агентом. Но они не знают, что мы, чеченцы, ждем, пока Путин уйдет. Джохар был героем. Джохар был истинный сын своего народа. Он любил свой народ. И прошел свой путь достойно, будучи истинным сыном своего народа. И народ его любил. А все эти байки, то, что он был заслан, другой был заслан, ну, это специально вот так разводят слухи. Это оговорки. Неправда. Неправда. И это говорят те, которые вешают крестики, нолики на своей груди и работают на ФСБ, работают на Путина. А мы знаем, кто такой Путин. Не им это надо говорить. Все это ложь. Агент Фюрер, если я правильно это произношу, Анзор, ты правильно увидел и вовремя появился, так как по плану ФСБ из памяти чеченского народа пытается стереть антиколониальное движение против России и представить как конфликт внутри чеченцев. Сегодняшняя активность Кадырова и его окружения – это именно идет из Кремля. То есть ему говорят фас. Давай атакуй их, давай. И поэтому он борется против чеченского народа. И даже вот публично оскорбляет чеченцев, которые бежали от их режима. Вот действительно так и говорят, евроичкерийцы. Или еврочеченцы, например. Действительно так и говорят. То есть чеченцы. А нас тут очень много. Не только в Европе, но и в других странах. И в Турции, и вокруг везде. Очень много уехало чеченцев. Из-за их режима, из-за политики России на чеченской земле. А то, что я вовремя появился, да я и не терялся. Я этим всем занимаюсь уже 21 год минимум. Более 20, чем 21, да. Но просто
работал не на публику, так сказать. В то время Ютуба не было. Тот, кто знает, тот знает. Бадару, алейкум салам, алхамдулилlah, дику, нверчарух. Так. Иса Мусаев нарисовали очередную стопроцентную покорность чеченцев русским, этим пытаясь внушить другим народам бесперспективности борьбы с русскими. Как ты видишь развитие событий? Ну, с этим надо бороться, как я вижу. Каждое наше слово, каждое наше действие — это в нашу копилку. Вот именно показывают, как будто бесполезно сопротивляться этому. Пытаются показать это. Алейкум салам. Как вы видите будущее Ичкерии, как светское государство, как Турция, к примеру, или исламское, Эмират? Нужно до этого дойти. Наша земля оккупирована, ее надо деоккупировать, а потом сделать то, что хочет и требует от народа. То есть надо дать это народу и, конечно, учесть то, что мы, чеченцы, мусульмане. Алейкум салам. На днях Тумсо опубликовал ролик события смерти Масхадова. Вопрос: это точно, что погиб Масхадов от пуль телохранителя? Или это Россия хочет себя снять ответственность? Ну, я начну с того, что в тот день, 8 марта, утром, ну, это днем уже, передавали, что в селе Толстоюрт была проведена специальная операция. И в ходе этой операции, в ходе короткой перестрелки, был убит Аслан Масхадов, лидер сепаратистов, как они это говорили. Вот, но да, я могу допустить такую версию, где и Тумсо говорил, и откуда это пошло, то есть якобы мой родственник убил Масхадова. Я допускаю это, потому что есть ссылки на это, я говорил это в прошлом эфире. Нет, это не телохранитель был, а как родственник, ну, можем сказать, да, и как бы телохранитель тоже получается, но не как бы официально. Фредерик Золлер, наверное, да, немецкий. Анзор, введи систему донатов. Чтоб смогли сообщения отправлять. Ну, я не знаю, почему это. Сейчас, секунду. Анзор, расскажи, пожалуйста, просто какой-нибудь бытовой случай про отца. В этот день мы вспоминаем его добрым словом. Да, сегодняшний эфир, как бы я
заранее говорил, что хотел бы посвятить это тому, что 21 сентября ему исполнилось бы 70 лет. 70 лет. И скоро я уже, наверное, минут через 5 дам вам послушать 2 аудиофайла. Даже сейчас дам послушать. Я думаю, что вам будет интересно. Это на чеченском языке, конечно. Сейчас, секунду. Так, надо это скачать, если... Так, Владуолыш. انظر sol dek şu cim var aslan. Çitirnet let cim var askara maralilin kantu. Dela يوقع الشا قيب خشرة شادية شوية الشا قيب خشرة راسك شقيهون موخدو كلميكي او تخيط دعوك نيريس كلميكي دعوك شا دكتور بيرتو بوخ ويل بالليبوي من شلب الواغة خلوق الواغة ويل بالبوي شو ويل واتر أصلا كي هو مش حياة جوش طولي ما نجيت بحقي ثاني أصلا هو مش ويتويتو كي تحاول سوق ما قوصة ما نجيت سونان سعام مور موسو أهدر أصلا ديال ورطوة مصارتي أنا دوش كنت ورا كلميكا جباجير هر بطا حيري شين بطا عيري قطعير سميت كات إيلر أصلا شاعير وات شاشي ويني ديش تعورو هالشي بوخبات أقوي أنت قيتي أو شين تقام شين هم قيقوزها ويبوغي هون أصلا تحيز المعشوش تحسيه جيمشين صنوخ كاحكنا جاء داروش سوي الشاعر أصلا عديرش عيتو إيش إساقير أصلا دقت عير كلميكا دعو غرتها شي بوغبات ثاني مستر مقوش كنت ورا ديك كنت ورا عديت ليش ديش دقات دو انزول سوين ديت تعشو قاتش دول سو يخن شروي تعاتي بيغنا ويدي استخدينا أنا بيغنا دا كويت شرح أصلا أرهم دقي خلير وليس جنشا جولي لين كنت ورق تنسبة الكنتور أصلا وخا إن شخص عيروس تبوت صنو تواد واش طيب ما قاتشة قاتشي تور ودو لير ور مصر ودو لير ور أصلا شو خز بيردر بيرتكي بيردر مصر سيديك ورا شين خيل ترتام شين خيل خلو إخو إتريوش واتر أصلا هدور فاهم نتندو أشكت أعداد دقشتغل شي دريزي أستعاخد بوي أكو بشيوخي أختمات شوي ترغوش هر حرف يطير كمان ديروش جيموش ديدا إجاز ديروش تو أشكت شكرا إنتا دي تابو جاريس أصلا جيموش ليلينك جيموش ديدا حلت خلقتنا إيويني بوقت أوه إشتيو مالي لير أصلا. Это была первая запись, сейчас вторую дам послушать. Что другие вот так, дефни троли, лошуара. Шичуэш, дена, эйла, лапик. Ik ant twee pecheren, woord woeka, ole, der woord zij familie zij aller, zo keer om dat er was ook wel. Kan ik je ook dan gaan manier die ik te woord trekt. Ajim boog binnen, samet kiat zo heel wat pozaor. Dat was aslan. Der aslan dik
أنت مور شين ستام خلر شين خرو خلر إخو يتردو شواتر دائم ويل بالله ور ديكا ور أسقينا ور أصلا توينا طوب صن نسوي الكره بيروش ويدينا باقويت شدر ويدينين بقع ترقش يرتين تيمي يغيد والرسوه أتصل دي مقصق بيزمي خدينا يرتخيدينا دقيزة توني تخيدينا شي دين تحكى بيك تزيدنا تليلة دقاتش متى أطليتش نتشقورش ليلي نقرادي داني وستوكيا وينجلي يوتش متك خلايات مصو متى شي دين زيد يشلي القرطواتي دي لاواتك صدق أنت ديشن روح شوال ورتون ده طبعا أزغاسكش تمليح ويتر تردك حست ورتردك يدك دقهم تون ده تنغاسك تشوبار سوي نرودني برودو مصادو ده بارك ده لها كسا ده اتشقات ونير أصلا تاك مصار ألر بوزيح كنش بيسن وينا أصلا أولي أصلاً تونس دل بيدر خيقم قاچا تقاچي تور اچ كداح دشكي دوت خوش ودولير وشي دعوغي أصلاً تونس ول بيدر وديدو اشتوم شتوق انزور سيغر مرز مارشل دوق دار خش قات تير دير دول شو دار قابشت مزدولات تيل شون Adekıyor. Вот, я говорил про эти две записи. Это была его родная сестра, на 14 лет старше него, то есть отца. Я вот буквально недавно выставлял видео, где она тоже там говорит в этом видео вот, о том, как а там рассказывал, как кадыровцы избивали ее. То есть это была она. Аминь, Аллах. Массираду Аллах азу побыл. Джахар Дудаев мог шалмую шудеище диняци, наверное. Наверное. И сам Усаев пинков он надавал русскому генералитету на 100 лет, даже больше. Иса. Анзор, скажи, была ли пощечина от нашего президента одному русскому генералу? Если была, что заставило Аслана это сделать? Ну, это было во время переговоров. Он хорошенько заехал с российскому офицеру. Ну, как обычно, он начал там возникать. Что тут говорить? Как у них это принято. Devreyi masana dalgaç.
Игорь Павличук, Анзор, почему до последнего времени не хотели участвовать в противостоянии этой власти? Я не понимаю, о чем вопрос. И сегодня есть противостояние, мы противостоим, если вопрос об этом. И будем противостоять до конца. И ничто нас не сломит. Валикум салам. Сулейман Кагиров. Вашу. Да, гет, что в Цармасана. Руслан Шмоль Зин Хаттен, а это была жвапло Девайнс, один Хаттерсон, це го почва. Кавказ, Анзор, я понял насчет салама. Питерсон. Зоя Сомова, да отсохнут руки кадыровцев, посмевших поднять руку на нее. Да, Лакхель Юэцен меняла. Зоя Сомова, я вот привел эти несколько случаев, рассказал про тетю, как они ее избивали самым зверским способом. И как даже вот словесно они пытались унизить эту женщину и тех, которые там рядом находились. Но я, конечно, еще раз подтверждаю и говорю, что таких тысяч и более даже ужасных случаев тысячи. И про это надо говорить. Нельзя молчать, нельзя, никому нельзя молчать. Про то, что они делали, совершали, про их личные тюрьмы, как они там унижали людей, простых людей. Как они становились героями на этих убийствах, на этих пытках. Вот. Я считаю, что каждый должен говорить об этом. Это мое мнение. Я понимаю ситуацию, но чем мы больше молчим, тем хуже для нас. Зоя Сомо, Дел Ресил, да, яйца. Тут мне прислали вопросы, я просто хотел зачитать их, может, и да, лучше я отвечу здесь прямо, чем записывать заново видео. Анзор, все мы знаем нашего президента как доблестного воина, но мы мало что знаем о его службе в армии. Многие отзываются об Аслане как о справедливом, в меру жестким командиром. Ну, так я коротко постараюсь ответить про службу. Как вы знаете, он служил в советской армии. И да, родственники, даже отец, мать, сестры, братья были против того, чтобы он пошел, стал военным и начал вот военную карьеру. Но через мать, через свою мать все-таки добился разрешения от отца и поехал учиться в Тбилисское артиллерийское училище. Затем, окончив на отлично, он был направлен на Дальний Восток. Там
прожили мы, то есть я там родился. Затем он был направлен в Ленинград, там закончил академию, тоже на отлично. Затем жили мы в Венгрии, он стал командиром полка, затем начальником штаба. После этого был направлен в Литву, в город Вильнюс. Там мы жили где-то лет 6. И когда уже был развал Советского Союза, и когда советская армия начала убивать, проливать кровь как бы своих граждан в то время, да, литовцев, грузин, азербайджанцев, ингушей, то он решил уйти из этой армии. И потому что Советский Союз, Россия же вот-вот планировала вторжение на территорию Чеченской Республики. Вот, и чтобы быть полезным для своей земли, для своего народа, он вернулся на свою землю. Хотя там его друзья, товарищи по армии, сослуживцы упрашивали его: зачем тебе это? Ты же и так быстро идешь в этой карьере, по этой лестнице, вот-вот уже генерала получишь. Он сказал: нет, я лучше домой приеду. И мы вернулись в 92 году. Вот. И затем он стал начальником главного штаба, стал рядом со своим президентом, был верен, был братом, другом, помогал во всем. И, как вы знаете, уже дальше сами. Да, он был жестким, требовательным. Дисциплина для него была важна. Даже вот в то время в советской армии вот дисциплина. Он требовал это. И я помню, когда мы переехали туда, в Венгрию, все жаловались на дедовщину, что в разных воинских частях, советских воинских частях, те командиры, начальники не могли убрать эту дедовщину. Никак, вот, ничего не помогало. И тогда Аслан Масхадов, что он сделал? Он поставил в каждой роте старшин, чеченцев и ингушей. В каждой роте. И там они навели порядок, и дисциплина, и дедовщины не было, дисциплина была. Там старшие и младших не унижали. То есть было спокойно. А все такие удивленные, я помню, удивлялись даже. Как это? Вот приехал сюда, и у него это получилось. У него в воинской части нету дедовщины. И отвечая на этот вопрос, я хотел бы сказать, что его сослуживцы по сегодняшний день, это можно найти даже в интернете, хорошо, тепло отзываются о нем, что он был как верный друг, как верный брат, серьезно относился в учебе, в армии, ответственным был. И следующий вопрос тут. Анзор, расскажи о годах жизни, когда Аслан служил в Венгрии, Прибалтика. Сложно ли было вам, членам его семьи? Ну, да, можно сказать, наверное, в то время для меня это, может быть, было сложно, потому что он был требовательным. Даже вот, я в то время был в школе, учился. Каждый день проверял уроки, что задавали, что домашнее задание, какую оценку я получил в школе. Очень требовательный был. И в воспитании то же самое. Давал мне книги всегда. Читай. Именно там в основном касающиеся по Кавказу, по чеченским традициям, обычаям. Вот. Что я помню.
И дальше пойду. Анзор, очень много комментариев о безграничном гостеприимстве Аслана. Ведь он не делил людей по положению. Двери вашего дома всегда были открыты для гостей. Были тогда открыты для гостей, и сегодня тоже. Мы сегодня ни от кого не бежим. Мы находимся рядом со своим народом, открыты. Вот. А в то время, если коснуться того времени, вот я, к примеру, помню то же самое Венгрия или Литва. В нашей воинской части, где отец был командиром там, было очень много войнахов, чеченцев-ингушей. И он часто на выходные приглашал к нам домой войнахов, а мать готовила наши национальные блюда. И он, как старший брат, интересовался, как и что, как дела у них, ну, расспрашивал их солдат. Ну, это были солдаты, срочники в то время, которые служили в его части и в соседних частях тоже. Там была ракетная часть, танковая. Вот. Он у них спрашивал, как у них там дела. Вот, был как старший брат для них. В прошлых эфирах, Анзор, ты уже отвечал на вопросы про воспитание, но интересные моменты, когда мама тебя ругала, реакция отца и наоборот. Ну, если кто-то ругал, они друг друга поддерживали, значит, и есть было за что ругать. Ну, конечно, я тоже был активным мальчиком в то время. Да, ругали. И бывало, в основном мать ругала. А отец поддерживал. Если отец ругал, то мать, конечно же, поддерживала. То есть было за что, как бы, да, если ругали. И последний вопрос, вот потом я прочитаю, что как там. Анзор, отец рассказывал тебе о жизни в Казахстане в годы выселки, как к ним относились казахи, оказывали ли помощь. Ну, знаете, в наших чеченских семьях, насколько я помню, знаю, старики не любили вспоминать вот эти события. Это трагические страницы нашей истории, когда им было тяжело. Вот. Ну, то, что я слышал, это было очень мало. И среди наших старших, вот, родителей тоже. Ну, насколько я знаю, отношения у них были хорошие с соседями. Вот это то, что я слышал, это были казахи. Они помогали, вот это я тоже слышал. Но надо еще как бы подчеркнуть, что до того, как выслать чеченцев и другие народы, они, то есть в то время спецслужбы Советского Союза, НКВД, они решили этот вопрос как? То есть заранее проинформировали, подготовили местное население Средней Азии, что якобы к вам едут там головорезы, бандиты, живодеры, там поедают, чуть ли не поедают людей. То есть те тоже были напуганы, не входили, как бы сначала боялись входить в какой-то контакт с чеченцами, но когда уже поняли, что это совсем не так, то сдружились, скажем, друг другу помогали. Тяжелые времена были. Вот такие вопросы я хотел зачитать, ответить на них. И дальше пойду. Дудаевцы.
ты пишешь, Масхадову довелось стать президентом в тяжелейший послевоенный период. Не позавидуешь. Республика в руинах, израненный город, морально и физически. Ну да, это было самое тяжелое для нашего народа время. Ну, понятно, что да, война закончилась, я имею в виду, вот, вся эта разруха, и все это надо восстанавливать. И ты еще забыл заметить, что еще одна сложность была, еще одна проблема была, когда Россия стравливала нас внутри, чтобы мы начали друг друга стрелять, убивать, проводила разного рода провокации через своих агентов. Этих фамилий много. Адам Дениев, братья Саидовы, там Кадырова, Ямадаева и другие. Аминь, Аллах, аминь. И сам Мусая, ты мне второй раз этот вопрос задаешь. Анзор, не хочу злоупотреблять. Последний вопрос. Визави Масхадова были все звездные лампасы Кремля. Как он оценивал этих лампасоносцев? И есть у тебя что-нибудь по ним? Да, конечно, есть. Вот как бы руки не доходят до этих лампасоносцев. У меня там хорошенькая тема для шаманов была подготовлена, но вот эти чудики меня сбили с этого. Да, это их цель была, я признаю это, но по вине этих чудиков мне пришлось чуть отойти и чуть-чуть их место указать. А сейчас там они нытье свое показывают нам. Но я обязательно вернусь к нашим баранам, лампасоносцам. Вот. Есть, конечно. Они были шокированы, эти лампасоносцы. Куликов, Грачев, сколько там фамилий, Шаманов, Тихомиров, Куликовский. От своего бессилия. Там громкие заявления были двумя полками парашютно-десантными. А там Шаманов был, который говорил, что до такого-то числа захватит Грозный. Потом Масхадов ему говорит, слушай, ты вообще в военном деле хоть что-либо понимаешь? Ты уже ползешь 2 месяца до Грозного. В этом роде. То есть он с ними даже не считался вот так. Считался. Мухаммад Эльдаров хотел спросить у Анзора пару вопросов не на эфир, а в личку, если это возможно. Да, это возможно. В описании этого видеофайла, который потом сохранится, этого эфира, там есть мои контактные данные. То есть напиши, и по возможности я постараюсь ответить. Иншаллах. Так, здесь кого-то удаляют. Да, Зоя Сомова, действительно, вот об этом я говорил, когда говорил о провокациях, о блокаде России, вот что вы пишете, Аслану Масхадову Россия не помогала как своему ставленнику Кадырову. Не выдавала миллиардами деньги. Более того, Россия делала все, чтобы дискредитировать Ичкерию, и Аслану приходилось очень тяжело. Нам не нужны были бы даже вот эти миллиарды, если бы нас оставили бы в покое,
мы жили бы лучше, еще лучше, чем сегодня. Вот. Выжили бы и без России. Но вся проблема в том, что именно они делали все для того, чтобы дискредитировать само государство Ичкерию, руководство Ичкерии, чтобы начать потом обвинить и начать Вторую войну. Абдурахманов, валикум салам, брат. Анзор Хамбиев признал, что он и Кадыров продались, но с оговоркой, что они сделали это только после того, как наши лидеры якобы прогнулись под ваххабистов. Ну, ты уже сам говоришь, это оговорки. Они сделают все, чтобы прикрыть свое предательство. Это предатели. И их сегодняшнее поведение это доказывает. Что бы там ни сделал Масхадов или другие, но человек, который перешел на сторону врага, на сторону тех, кто убивал его народ, братьев, сестер, родных, если он перешел на ту сторону, то это враг, то это уже это предатель. И более умного от них ожидать ничего невозможно, кроме как этих оговорок. Потом они там, если их назовут предателями, вот, ну абсолютно, я их никогда не оскорблял, никогда. Они там тоннами посыпали этими оскорблениями. Это показывает их уровень, больше ничего. Не им говорить про Масхадова. Я вот буквально в прошлом эфире говорил, что я запрещаю Хамбиеву говорить про Масхадова. Я ему это запрещаю. Так. Кавказ нашел. Анзор, ну, видимо, Светина пишет. Кем хотел видеть вас ваш отец? Профессия. Ну, мы приехали в 92-м году. И ну, до этого у нас были разговоры в семье, кем я хочу стать и куда пойти, где учиться. Да, все это было. Но я помню, он говорил последний раз, скажем так, ну, я имею в виду мирное время, в 97-м году, где-то так это было, про информационные технологии, то есть с компьютером все связанное, это было. Потом дипломатическая школа, вот такого рода. Ну, как понятно, началась Вторая война, потом уже нужно было действовать независимо, и он сделал меня своим представителем, специальным представителем. И
указал мне еще возглавить информационно-аналитический центр, работать с фактами геноцида над чеченским народом, ну и так далее. Угу. Мамуртаз дель Лай. Оцени, пожалуйста, состояние Аллах Ресху. Оцени, пожалуйста, состояние нашего народа через 5 лет. Если все будет продолжаться так, как сегодня, то через 5 лет еще хуже будет. Да, сложно все это признавать, сложно это говорить. Понимая это, поэтому как-то больше говорю о нашем общем единстве. Я ни к чему не призываю там, каким-то действиям, к войне или к революции, я к этому не призываю. Вот нужно единство среди нас и еще подталкивать нашу молодежь на правильный путь, чтобы они копили эти знания, но все же нам это единство нужно. И не позволить никому, чтобы нами как-то управляли. Ну, я имею в виду этой молодежью сегодня, чтобы не провоцировали молодежь и наших людей. Надо просто быть осторожными во всем. И самое главное для нас, конечно, да, это религия, но и все остальное очень важно. Это наши обычаи, это наша история, все это надо хранить, сохранить. Мы даже, если посмотреть, я просто один пример приведу, мы даже теряем самое такое ценное у нас, которое было, уважение к старшим. Ну, я не просто так это говорю, но у нас это сейчас не как раньше. Таких сколько. Поэтому нам надо прийти в себя и работать в этом направлении. Раб Аллаха, Анзор, поражаясь твоим терпением. Даже при таких гадостях, которые эти враги Аллаха делают, ты опять же отвечаешь им сдержанно. Дело, да, я признаю, я это все слышал, даже и сегодня свежее слышал. И шока нету никакого, не удивлен. Там такой плачевный диагноз. Плачевный диагноз. Я знаю, что они просто хотят потянуть меня на свой уровень и там растоптать, добить меня. У них это не получится. Ни вы, ни кто-либо другой не слышал из моих уст каких-либо оскорблений. Я их и оскорблять не буду. Но называть своими именами, это я сделаю. Они предатели. Они предали все, что можно предать. Они любят говорить, что вот кто-то посягнул на их честь. И он ответит, и мы призовем к ответу и так далее. Ну а когда они касаются до чести других людей, им что, это можно?
Арби Алиев, это сложный вопрос насчет Анзор. Расскажи, как узнали, где находится твой отец, когда штурмовали, пожалуйста. Я считаю, у меня есть ссылки, чтобы так это считать, что место было определено с помощью телефона. С помощью телефона. Не так, что кто-то предал, потом они даже списывали это на Басаева, что якобы он указал на это место. Все это неправда. Все это чушь. Валикум салам, Нагиев. Как стать модером? Адам Адамсом. Попросить хорошо. Black Metal, валикум салам, Анзор. Я с Первомайки, я помню тебя всегда и школьные годы. Ну да, мы жили там. Женя. Улица Школьная, кажется, да. Школьная, да, была. Исам Мусаев, Анзор, Кадыров не соврал один раз за последние 12 лет. Это ответ на вопрос, откуда деньги? От Аллаха. Можешь назвать, это вопрос, можешь назвать причину вливания? Ну, насколько я понял твой вопрос, ну, причину мы знаем. Ему дают любые деньги, чтобы он чеченизировал внутреннюю обстановку, чтобы мы друг с другом враждовали, чтобы мы никогда уже больше в своей истории не отошли от этой вражды. Чтобы чеченцы всегда находились в таком состоянии. Чтобы убивали друг друга, чтобы была эта вражда, кровная месть. Это все произошло руками Кадырова, и поэтому ему дают такие деньги. Так, Анзор, тут митинг против модера Кавказ. Угу. Мухаммад Хасан, Анзор, как думаешь, Путина по закону выбрали президентом России? Ну, как Ельцин уходил, я что-то не помню там что-либо законного. Путин пришел на крови чеченского народа. Крови чеченского народа. И на крови российского народа тоже, потому что он убил, взорвал жилые дома в России. Нагиев, Баракала, брат. Кавказ, ну, пожалей их, некоторых там. Горы, привет, так. Чеченизация.
Анзор, брат, под каким смыслом можно понять чеченизация? Подробно можно, если тебе не сложно. Ну, раб Аллаха, ну, чеченизация это есть, по-другому называют, например, афганский вариант, да. Это когда чеченец идет против чеченца, брат на брата, когда враждуют, когда убивают друг друга. Это и есть чеченизация. Или же братоубийственная война, например. Ну да, еще раз просьба, вот как тут Кавказ писал, вопросы повторять тоже не надо, я все равно иду вниз и отвечаю на то, что я отвечаю. Да, ингушей было много, достаточно много на российско-чеченской войне. Вообще. Франц Кюн Хакль. Анзор, у тебя есть информаторы среди чудиков? Ну, я, конечно, не буду это говорить, есть или нету. Но вещи я узнаю, я заранее даже говорил, к чему они идут, почему они начали вот это свое телодвижение глупое, их активизация вот, своей деятельности против меня, против других, вот, и их провокации, каких людей они использовали, чтобы меня спровоцировать, я уже их называл, потому что у меня была вот эта информация, не просто так. Рейсвую. Citizen of Ichkeria, gina sunšadega, gina boa komentāra špoa jāzadina, halari efirās elēdu, tā čauar, un dagdādi iekar lukasi, pats hatran žoptēra. Я тут земельные, валикум салам, земельные вопросы не отвечаю на них. Так. Валикум салам, варахматуллахи ва баракатуху. Горы Кавказа. Не надо никаких номеров, никаких WhatsApp'ов тут писать, тем более распространять вот здесь, в этом чате. Не надо. Ассаламу алейкум, Анзор, Аслан Масадов, Джахар Дудаев, Зелимхан Яндарбиев. Из них есть салафиты, какого они течения? Они одного течения, они мусульмане. Ислам.
Натик Байрамов, доброй ночи. Тоже рад видеть вас. Я еще раз повторяю про вообще земельные вот вопросы или территории. Я тут обсуждать не буду. Зор хорошо просить не умею, а насчет ключа, ключ можно, есть возможность, ключ. Ключ от чего? От квартиры, от машины или что? It's time, Аслан, нет, не Аслан, Анзор. Извини за нескромный вопрос, сколько тебе лет? Наверное, ну, я и раньше отвечал на этот вопрос. 27, как всегда говорю. Я тебе через год это скажу. Ахиллес Гекторович, Анзор Аслан в каком районе в Калмыкии жил 2 месяца? Ты говоришь про когда, ну, в детстве, да? Не, я точно не могу сказать, я даже не знаю. Не знаю. Леван Акопов, про Беслан, что говорил отец? Я эти записи выставлял. Он говорил, что был готов поехать в Беслан, помочь вызволить детей. И также он говорил про то, что России передали, если Россия даст эти гарантии безопасности, минимум гарантии безопасности, то он поедет в Беслан. Вот. Я также говорил в этом интервью, которое я опубликовал, он говорит, кто виноват в этой трагедии, а также в убийстве этих детей. Называл имя, главное имя Путин. И все знают, что он был готов поехать в Беслан, даже жертвовать собой ради этих детей. Срочно, Табусовба Пачхал, срочно. Анзор Масхадов очень сильно разозлил Кадырова. Если бы рот закрытым держал бы, то не разозлил бы. Я вообще на этого чудика не обращал внимания. Даже не называл его, как вы помните. А сейчас, когда я сказал как есть, потому что у меня есть что сказать, не в его личный адрес, вот как бы, кто он, какой он и так далее. Нет, а про то, что было сделано, про то, что было в истории. Если я даже сегодня буду говорить про убийство, про убийцу Шаманова, про Куликова, Грачева, там, про Путина, вот это ему не нравится. И тогда ему по башке дают: так, а Вася, а ну-ка там, сделай это. И он тогда начинает свою активацию, активность. То есть хозяин требует.
Франц, Кюнхакер, зачем в Дагестан поперли, они что, не знали и так далее. Ну, они что, не знали, что этим они подыгрывают России. Да, это ошибка, это большая ошибка. Это плохо, что эти два человека, которые не были в вооруженных силах Чеченской Республики Ичкерия и не были в каком-то руководстве, не стояли в руководстве, там, в правительстве. Эти люди пошли как добровольцы в Дагестан, когда там уже война шла, и мы все это знаем. Это плохо, было бы хорошо, если бы они не пошли, но надо же говорить, договаривать все, кто и как это придумал, для чего это было организовано, что все это спектакль, что это было выгодно Кремлю, что Кремль и провел эту игру на территории Дагестана. Паравелом. Валикум салам. Анзор, расскажи про сайт Масхадов. Как и когда он был создан? Обновляется ли он? Кажется, не могу писать точно адрес. Извини. Масхадов.com, Масхадов.org. Я эту регистрацию этого сайта сделал где-то в 99-2000 году. Потом я как-то потерял эту регистрацию, потом российские спецслужбы перехватили эту регистрацию, но я подождал чуть-чуть, через 2-3 года я уже обратно его забрал у них. Пока не обновляется, нет. Угу. Да, хотелось бы, но другие дела, вот своя бытовая жизнь, жизнь вообще, тем более вот работа над некоторыми проектами, ну, занимает время полностью. Анзор, Сахатар, до Талбоевар замешаны в этом. Талбоевар, царь Алец, Хезасун, лицам Умшдерса, Ona hochskörluka. Sanach idbari kedolku mimisht. Tuvavare. Як Шиман. Так, як Шиман. Ну, ты писал тут, что... Да, вот, нашел. Почему многие чеченцы в СНГ за Кадырова? Ну, если посмотреть, что и на чеченской земле чеченцы за Кадырова, как бы так, если посмотреть так. Но это им приходится идти на голосование какие-то, или же идти на митинги, потому что если не пойдут, то знают, что будет потом. То есть пугают, запугивают. И потом объявляют, что вот чеченцы пришли на выборы 99,5%, например. Сережа Шаповал насчет Беслана. Я так понимаю вас, что Путин как бы пришел в школу, вы пишете. Ну, не успел даже ответить, но Басаева там не было в самом Беслане. Единственное, что он сделал, это он взял на себя эту акцию. А потом все прекрасно знаем, кто убил этих детей. Об этом надо говорить. Их же можно было спасти. Ладно, произошло это, но надо спасать детей, а не убивать. Ну да, вот именно, потому что в СНГ небезопасно. Кавказ, я рассказал про сайт памяти Аслана Масхадова. Да,
Так, хорошо. Пойдем тогда через сколько минут пойдем? Посмотрим. Через пару минут мы уже пойдем. Хорошо. Тогда я хочу еще раз сказать, что просто, как обещал, хотел с вами встретиться. Для меня это день, да, он важный день. Это день рождения моего отца, нашего президента. И сегодня хотелось выйти вот так в эфир, сказать пару слов об этом. Сейчас, секунду. Кавказ, Василий, ответ про сайт. Ну, я же ответил на этот вопрос про сайт памяти Масхадова. Я у меня есть доступ, то есть этот сайт существует. Аллах свой масанахуил, масобу ждал декал. Пару слов про Закаева. Пойди спроси у него про Закаева. А меня удалазу цермасера обалдует. Ну, еще мне хотелось бы всех поблагодарить вас за вашу поддержку, за ваши теплые слова, за ваше уважение, за вашу любовь к своим героям, что не забываете их, что вспоминаете их, что говорите о них. Для меня нет разницы, что мой отец, что Джахар Дудаев, что Абдулхалим Садулаев, другие рядовые муджаиды, которые отдали свои жизни, все так одинаково на этом пути, воюя против российских оккупантов, которые прошли свой путь достойно. Они тоже хотели жить, но выбрали этот путь и пошли до конца. Пошли до конца. Вот кто герои, вот кто на самом деле показал героизм. Аллах азат побыл дольцем масира. Вала вайбиц шорт он ваймабу. Ижда им хилахилла. Вахквеллага там гушмаву. Иза сунчул дика хашун, сунчул дика гохшунихун. Вот. Сейчас, секунду. Насчет, ты не ответил насчет встречи Масхадова с каким-то, с генералом Слепцовским в Доме культуры, что они там обсуждали. В то время были переговоры, но сейчас я вспомнить конкретно разговоры не могу, но обсуждалось перемирие, то есть стороны добивались перемирия на какой-то период. Да, русским это было для чего-то нужно. Но потом та же сторона, российская сторона, нарушала это перемирие. Под разными предлогами начинала заново войну. А меня водали обойлиш масо. Вала воем паргулдацон. Цанте нехшлю хитариац. Wow, be born.
Зоя, Сома, вам тоже доброй ночи. При Ичкере мы снова придем на латиницу. Ну, это как решат. Как решат. Леван Акопов, если бы слушались если бы слушались ваши полевые командиры, ваш отец нашел бы правильное решение. Не в этом дело. Если бы слушались и не слушались, по-любому, я это всегда говорю, войну Россия навязала бы. Мы просто были обречены. Она была еще запланирована в 1996 году. Нужно просто даже вспомнить громкие заявления генералов и политиков России еще в 1996 году. Кавказ, я понял насчет ответа. Ладно, тогда еще раз попрощаюсь, а то я не умею прощаться. Я всех благодарю. Allah reis uymasana, Allah razı olsun, durmayın, abon, vecri, busol, vecри, ежри. Еще раз спасибо. Всем вам мира. Allah reis uymasana, Allah reis. Allahu Akbar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barakallah.